Всем большой привет из Комы. Давно на моем канале не было распаковки посылки, и мне пришла посылка из Китая. Сейчас я покажу, что в коробке. Мне самому интересно. Коробка очень плотно, смотрите, упакована. Давайте глянем. Так, ну вот, ребят, смотрите, вот все как выглядит. Тут даже, я смотрю, немало, несколько пачек вот тут. Сейчас глянем. Ну все, тут тоже вот, как бы, чтобы ничего не разбилось, ничего что. Давайте начнем с малой коробки. Тут я вижу всякое разное крепление. Всякое разное крепление и переходники. Здесь у нас тоже вот такая штука. Пока я сам точно не могу сказать, это, наверное, куда-то ставится на оружие, потому что, блин, и я не знаю, где-то инструкция есть или нету. Все интересно, ребят. Так, лишнее буду убирать, все коробки, только оставлю вот из вещей, вот что выслали. Тут тоже вот такие крепления, ручка, всяко разные, вот. Столько вещей, товара-то есть. Сейчас я покажу, что именно вот тут. Запах пластика, конечно, капитального. Так, это, знаете, удобно, вот, скажем, видеокамеру так на селфи ставить. Вещь. Так, пока инструкции я не вижу. Так, дальше у нас получается еще один деталь. Это тоже вот как будто ласточкин хвост. Это все как будто ставится на оружие. Типа того. Но такой мини шестигранник ключи. Ну и тут еще вот тоже какое-то крепление. Вот смотрите, очень много деталей. Это получается тоже пока для меня все непонятно. Надеюсь, в этой коробке будет все. Я найду все ответы. Коробка плотная. Вот смотрите. Предварительно еще упаковано в этот, как сказать, пленке, чтобы не отсырело ничего. Очень даже швов нету. Капитально все сделано. Так. Ну и я тут уже вижу, как бы здесь ссылка от сайта и Т2. Это тепловизор должен быть. Давайте сейчас посмотрим. Жалко даже пакет открывать. Ну вот. Здесь уже есть инструкция. Здесь инструкция есть. Конечно, не на русском языке, но буду разбираться. Еще какая-то вот бумажка. Провод.
Вот, это подходит для моего смартфона. Как бы перед заказом у меня спрашивали, какой смартфон. Все подходит. Провод подошел. Ну и смотрите вот тут. Знаете, как дорогие часы. Упаковано все. Реально все в губке тут. В поролоне плотном. Ну и самый главный товар, который мне выслали. Сейчас вот покажу вам. Вон, смотрите, ребят. Такой малюсенький на вид. И это, ребят, тепловизор. Тепловизор T2 Pro. Такой вот название вот тут еще. Знаете, все это дело, я думаю, вот сейчас немножко буду собирать, разберусь с инструкцией и уже дальше, конечно же, включусь. Так. Немножко, наверное, вот так все это дело делается. Вот. Скажем, вот так крепление. Я так думаю. Пока не уверен, но думаю, все так и должно быть. Получается, наверное, вот так крепится. Вот смотрите, во что превращается. Ну вот, видите, все нормально получается. Пока не так сильно буду крепить. Вот так все выглядит. Ну и это уже подключаешь вот так. Во, все. Видели? Это, считай, не надо покупать громоздкие, как сказать, тепловизоры. Это можно вот эту малюсенькую камеру подключаешь к смартфону. Можно, конечно, и без этих креплений, без ручек, без ничего так приспособиться. Ну а сам по себе вот так все это выглядит. Вот. Он малогабаритный, вот она штука, ну как будто 2 рафинированных сахара, кусок, такой маленький, места вообще не занимает. Но это, конечно, для удобства тоже крепление. Так, ребят, вот я отсоединил от провода, это как бы удлинитель, просто удлинитель. И сейчас смотрите, вот этот, как сказать, он подходит сюда. И для удобства он еще удобнее. Не надо никакой вот это ручки, во-первых. Но это для удобства, скажем. Он хороший тоже. Но даже этот провод переходник для этой ручки. А в походных условиях, скажем, я если буду этим пользоваться в лесу, вон смотрите, как это все выглядит. Вот. Взял и уже работаешь вот так. Вот так все можно подсоединить. Так что еще один шаг. Будем дальше разбираться. Так, ребят, давайте продолжим. Где-то я примерно больше часа посидел возле компьютера, там искал, что и как подключить. Вот, к этому тепловизору, как подсоединить. Искал много в плейлист, Play Market программы, приложения. И закачал вот такие две. Вот эти 2 приложения. Дальше долго я не мог включить. Вот как бы я подсоединяю камеру, и она не включается. И вот эта программа, которую я закачал, просил
чтобы я в настройках включил, знаете что? ОТГ. Вон, ОТГ. И как только в смартфоне я включил ОТГ, все у меня заработало. Давайте вот сейчас я покажу. Вот, давайте зайдем вот в эту программу. Хоть в какую программу сейчас зайдешь, он будет работать. Подключаю. Вот. Все заработало. Это надо еще подкорректировать. Одним словом, все работает. И знаете, вот эта маленькая штучка ищет цель, скажем, объект до километра и 300 метров. Ну, почти 1,5 километра. Вот. Ну, сейчас вот наглядно я вам показал то, что он работает, во-первых, и работает с этими программами. Обе программы работают. Сейчас начну. Вот, эти два программы. Вот. В Play Market там найдете. Даже я сейчас немножко поснимал. Сейчас я покажу вам, ребят, вот этот файл. Ладно, смотрите. Я еще учусь, как бы, первая съемка. Даже, знаете, вот это было в коридоре дело. Сейчас я выходил в коридор. И сейчас второй вот. В коридор выходил, на улице холодно. Полы холодные. А кошка, она как бы горячая. В том смысле, она теплая кошка. И, как сказать, после... Даже видно его следы. Вон, смотрите. Сейчас он, вот сама кошка. И от нее даже остаются вот следы. Вот сейчас я зафокусирую, и вон хорошо следы видны. Вот. Вон как красиво все снимает. Это с близкого расстояния. Ну, ребят, кроме этого, я еще выходил на улицу. Сейчас время 10 часов вечера уже. На улицу выходил. Там также поснимал Тулана. Он в вольере сидит. Я его свистанул, он вышел и отчетливо, хорошо все снимает, показывает. И можно, конечно, еще этим тепловизором, этой программой делать видео. Как бы в своих фильмах я в дальнейшем буду тоже снимать. Как бы если что-то буду я где-то искать, какую-то цель, то я буду все это фиксировать и снимать. Вам, может быть, даже буду показывать. Вот. Но это только начало, это как бы я учусь. Это самое главное, я нашел программу, которая работает, как сказать, в смартфоне. Я все это подключил. Сюда не надо дополнительно никакой аккумулятор, батарейки, ничего. Все работает от смартфона. Так. А в дальнейшем сейчас еще буду снимать днем, попробуем, поснимаем объекты. Схожу на горку, оттуда что-нибудь поснимаю. И попробую еще ночью поснимать. Где-нибудь поброжу. Может, тоже на горку схожу. С какого расстояния будет снимать максимально. Все это я вам еще покажу. Вот. Но пока в данный момент на этом я заканчиваю. А вы это увидите через секунду. Так, ребят, я включился. Вот так все это выглядит. Слева направо пойду, буду снимать. Также включил там съемку. Смотрите, что красный крестик, это показывает, где тепло. Вот кто затапливал печи,
Все это хорошо видно. Вот откуда дым шел. Там машина стоит. Вот видите как? Печку затапливали. Труба теплая. Примерно отсюда 100 метров, наверное, до этой печи. Вот там тоже вот в центре, как сказать, экрана тоже вот что-то горячее. Там тоже, наверное, баня или похоже на то. Вот. Давайте пройдемся. Вот так не спеша. Вот тут тоже вот. Видите? Вот дом под горкой. Люшка вышел, интересно, поймает. Вот смотрите, сразу же поймал его. Вон, за туалетом. В центре. Там человек. Шевелится, видите? Сразу. Можешь ты не увидеть. Печка была затоплена. С утра печку топили, там баня, вот в центре баня там. Вот. Лёшка вон там, видите? Дрова собирает. Вот за туалетом сейчас. Вот там баня. Вот где кто топил печи, везде все видно. Крестики появляются, сразу автоматом ловит. И вот это уже примерно расстояние уже 300-400 метров. Вот Заречье пока, к сожалению, нет. Вот КамАЗ едет, интересно, понимаете, вот КамАЗ. Видите? КамАЗ поехал. Прекрасно ловит, вон. Все, поехал КамАЗ. КамАЗ-то хорошо ловит. Уже очень далеко, между прочим. Да, метров 400 тоже есть он от меня. Птица где-то вон. На лету вот птицу тоже, скажу вам, не поймал. Так, ладно, сейчас еще буду разбираться, включу еще какая-то настройка, может. Вон человек появился, как медведь, на огороде за столбом. Еле его, я бы мог вообще его не заметить, но вот вижу. Поймал. Так что удобная штука, ребят, думаю, будет. Скажем, если в тайге искать подранков, вообще класс. Лодочный мотор едет. Моторная лодка, вернее. Видно как. Я его вижу. Ну вот, ребят, немножко поснимал днем. Примерно до 500 метров. Что было там, какие объекты я видел, все заснял и показал. Тепловизор работает. Ну и еще надо проверить ночью, как он себя покажет. Днем работает хорошо. Но надо еще привыкнуть, и думаю, будет польза от этого. Вот, ребят, дождался я темноты. Опять пришел на горку, где я с утра тоже снимал. И сейчас хочу еще потестировать тепловизор в ночное время суток. Сейчас не только ночь, но и на улице идет дождь. Ветер, дождь, перемешку. Везде горят лампочки. Вот, там телевышка. Одним словом, сейчас я включусь и
Давайте посканируем еще, что покажем, что увидим. Мне самому интересно, как работает он в ночное время. Полная тьма местами. Так, включился, ребят. Сейчас время 18 часов 52 минуты. Посмотрим, вот как выглядит это. Снимаем в полнейшей темноте дома. Горят лампочки. В домах свет. Все это прекрасно видно. Даже сейчас я включил вот этот, который фиксирует сразу вот, где вот тепло, вот. Также труба теплая видно. Интересно хотя бы где-нибудь, если собака пробежит или же кошка, увидеть. В принципе, все снимаю, все прекрасно видно. Это считай, скажем, если вот я начинал съемку, там только видны вот лампочки, а сейчас прекрасно я вижу дома. Теплые трубы, заречье там. Лампочки горят. Там тоже. Никто не идет, людей я не увидел, к сожалению. В принципе, вот ближайший дом, лампочка горит в доме. Труба с утра у них была теплая, а сейчас у них остыла. Печная труба, я имею в виду. Жалко, конечно, что нету никого, кого бы я мог заснять. Но сами видите, все работает. Вон там река. За рекой там вроде как, я не знаю, какая-то вот тоже постройка небольшая. Вот еще включайся, ребят. Я вижу, люди идут. Вообще жизнь, погода вообще. Дождь такой пошел. Ветер. Легко я увидел там проходящих людей, хорошо зафиксировал, хорошо снимает. Другой ракурс уже. Здесь больше домов. Теплотрасса идет, ребят, смотрите. Теплотрасса вот там. Видите, как все горячо. Теплотрасса. Вон там, в середине кадра, как сказать, в середине кадра, там собака спать. Вообще жизнь, погода. Теплотрасса, да. Короче. Вот этот дом тоже как-то все, весь дом как будто просвечивает. Тепло выходит, или я не понимаю, но что-то там тоже тепло выходит. Все прекрасно снимают. Вот тут, вот смотри, там кошка или кто? Кошка. В кадре глаза.
из школы вышли. Видите? Все прекрасно снимает. Расстояние отсюда примерно 40 метров, грубо говоря. Вот еще цель. Сейчас пойду поближе поснимаю, что там мышь или кто вообще тут может быть. Так, подожди. Все, тут мышка, дохлая мышка, ребят. Дохлая мышка тут. Ну да. А не дохлая, а живая, ёпта. Живая мышка, вот, в упор. Живая, а чё он не убегает? Все, убежала. Потерял. А нет, стоит еще. Живая мышка рядом. Полметра от меня вам. Смотрите, шевелится. Боится, блядь. Вон, шевелит. О, смотрите. Не боится и живая. Интересно. Сейчас зафиксирую еще этот. Фокусирую. Он в траве. Полметра от меня. Он идет. Пипец. Все прекрасно снимает. Вообще жесть. Да. Там люди. Каждый раз надо вот как бы фокус. О. Издалека фокус по-новому надо фокусировать. Мышка тут у меня где-то потерял. А вон она уже далеко уходит. Потихоньку уходит. Ладно, пойду дальше. Пойду домой. Короче, одним словом, все снимает прекрасно. Даже мышь удалось заснять. Ну вот, ребят, это уже второй вечер у меня. Как бы сегодня я немножко поснимал, для вас показал все как есть. Вы посмотрели. И еще вот такие моменты. Вчера я тоже вот как бы распаковку делал. Вот эти детали все идут вот сюда. И оказывается, ребят, не просто так я говорил, что вот это ласточкин хвост называется, вот крепление. И это крепление ставится, как сказать, на оружие. У каждого карабина, даже у просто воздушки или мелкашки, есть такое вот крепление для оптического прицела. Вот эта штучка ставится вот именно туда. Не буду уже все я показывать. Вот этот тепловизор ставится внутрь. Внутри, только вот будет он, как бы, вот этот объектив будет торчать вот тут, в этом отверстии. И кроме этого, еще вот вчера я не смог вам ответить, что это такое. Это, ребят, лазерный прицел. Это ставится вот сюда также. Ну, сейчас я его откручивать ничего не стану. Ну, примерно вот так он все выглядит. Вот. Он работает, как сказать, на батарейке. Сюда ставите батарейку, и там маленькие 3 батарейки надо ставиться. Вот тут сзади включатель, выключатель. Вот. Это уже для, как сказать, для стрелков, кому интересно, скажем, из воздушки там пострелять с лазерным прицелом. Все это тоже вот входит в эту комплекцию, в этот комплект, который вот идет с тепловизором.
Все откручивается с ключом. Я просто, блин. Короче, к чему я? Вы крепите вот тепловизор, вы видите цель. С лазерным прицелом уже в ночное время можно прицеливаться, найти, скажем, вот, цель, дичь, стрелять. Вот. Кроме этого еще можно, как сказать, ну да, в принципе, еще вот, чтобы, как сказать, видеть цель ночью с лазерным прицелом, с оружием. Вот еще вот отсюда снять это крепление для смартфона, еще смартфон туда ставить. Конечно, такая комплектация будет на оружие, но это для фанатов, кто любит ночью там кого-либо снимать. Даже я попадал мне видео, знаете, видео, когда крыс стреляет из, как сказать, из с воздушки, вот именно ночью. Я тоже думал, как это все. А оказывается, это процесс шел ночью с тепловизором. Вот. Днем поснимал, все хорошо снимает в дневное время. Ночью вообще идеально все снимает. Можно этот тепловизор не только для походов, для охоты там пользоваться. Можно вот просто сканировать дом, где выходит тепло. Вот сейчас я у соседей увидел, что весь дом, как сказать, каждой щели там выходит тепло у них в доме. Я, конечно, это хозяину, соседу я скажу, что надо утеплить дом у него. Вот. Также удалось заснять мышку. Спонтанно все получилось. Мышка как-то еле-еле шла. Может от того, что на улице дождь, отсырела. Не знаю, почему она такая. Может, больная чем-то. Ну, короче, я думал, вдалеке там кошка идет или что. А оказывается, под ногами уже там мышка была. Одним словом, все работает. Все работает. Откуда мне это пришло, где можно купить вот этот тепловизор с креплениями, все это, с переходниками на оружие, и очень интересные штуки, конечно. Можно также, как и показывал, как сказать, закрепить на смартфон. Удобно, легко, смартфон всегда с собой. Это много места не берет тоже. В любое время там включился, там сканировать что-то там где-то, что вам хочется. Вот. Ссылка будет в описании, откуда это можно, где можно купить. Вот. Ну, лично мой отзыв про это положительный. В данный момент, пока первый день потестировал, все понравилось. В дальнейшем я своих видео буду снимать, буду рассказывать, показывать. Может, что-то интересное по ночам удастся заснять. Блин, что-то новое я узнал для себя. Ну и для вас показал. Так что решать вам, покупать или нет. Интересная штука, ребят. Честное слово. Мне понравилось. Рекомендую всем. И на этом буду заканчивать. Вот такой небольшой обзор у меня был. Товар с Алиэкспресса, который пришел с такими креплениями. Трансформер такой. С лазерным прицелом. И крепление еще вот такое. Кроме этого провод. И там еще вот крышки, чтобы вот там закручивать все. Если кому интересно, как все это крепится и держится, я могу в своем телеграм-канале вам отправить видео. Все это как работает, как все закрепляется. Вот так. Ладно, ребят, всем пока и будьте здоровы. Ждите новые фильмы, новые обзоры. Пока-пока.